Любовь Борисова – режиссер, продюсер, сценарист, по образованию экономист. В 2011 году оставила работу в банке и занялась кино сначала в качестве ассистента режиссера, затем второго режиссера, исполнительного продюсера, режиссера монтажа, сценариста. В 2018 году сняла свой первый фильм «Надо мною солнце не садится». Фильм с небольшим бюджетом собрал больше 15 мировых кинонаград. В этом году вышел ее не менее успешный фильм «Не хороните меня без Ивана». Привет, Люба. Очень рада, что ты сегодня к нам пришла. «Не хороните меня без Ивана». О чем он? Судя по комментариям, якутскому зрителю больше нравится название «Керени Кырбыт». И они говорят, что это название наиболее точно выражает суть фильма и философию фильма. Ну, «Керени Кырбыт» значит «увидевший прекрасное», значит фильм о красоте. Ну, не красоте так внешней, да, а в целом. И какую роль красота играет в нашей культуре, именно якутской культуре. Ну, эта тема появилась, долго она рождалась. Когда я ездила по фестивалям с первым фильмом «Надо мной солнце не садится», я заметила, что другие фестивальные фильмы какие-то мрачные, депрессивные. Ну, есть же такое мнение, да, что это чернуха и так далее. И смотрю, что-то тема у всех такая, что это депрессия, плачут, все недовольны жизнью. А что недовольны, непонятно. Там уровень жизни у всех комфортный, живи не хочу, да. А потом включается наш фильм, и там покошенные лачуги, там 2 человека на голых скалах, и вообще счастливы, беспричинно счастливы. И это же не фэнтези, да? Это же может такое быть. И когда диалог идет, там уху сварили, и старик говорит: а что еще для счастья надо? И я слышу по залу: о, да. Потому что так смачно показали, как уху варят с лучком, и у всех такая: о, я бы сейчас скушал эту уху. И все якутяне соглашаются с этой мыслью, что больше ей ничего и не надо, чем вот эта природа, костер, там уха, рыбка. И я начала думать над этим, что почему вот нашим людям достаточно малого для ощущения счастья, а другим что-то все мало, плачет, и никак счастья нет. Вот тема счастья возникла сначала. И потом я размышляла, не в ухе же дело, да? И постепенно пришла как-то через тему гармонии, узоры, там, прикладное искусство, что это все гармонично, а гармония — это все, что есть в природе, да? Деревья как растут, снежинки, все симметрично, гармонично, и это переходит на наше прикладное искусство. И получается, мы эту гармонию у природы перенимаем, то есть красоту. Гармоничность равно красота, да? И если ты живешь в гармонии с природой, то ты счастлив. Это такая формула. И вот начала копать и в пении, и вот какая-то вышивка, ювелирное искусство, фотографии художественные. И во всем нашем искусстве, и во всей нашей культуре тема красоты. А если копнуть еще глубже, оказывается, это все отражено в Олонхо, философии. Потому что в мире Олонхо, во Вселенной, нет ни денег, ни власти. Есть только одна ценность — красота. И описывается красота среднего мира, красота верхнего мира, красота девушки. Девушку крадут абага, потому что она красивая. Потом описание доспехов, как они прекрасны, описание коня. И, то есть в этой Вселенной, и это не чужая же культура, это в нашей Вселенной, красота на самом высоком уровне стоит, как наивысшая ценность и формула счастья получается. И вот вокруг этих размышлений и родилась идея фильма. Как-то так. Цель этого фильма тогда получается показать красоту? Или этнографию Якутии показать? Или вообще главное в этом фильме что? Через биографию, через работы Ивана Попова
показать красоту нашей культуры, как секрет счастья. Как ты нашла эту историю? На самом деле про Ивана Попова не особо же много написано. Почему именно это? Помнишь, раньше дневники были? Ага, Э, конечно, помню. Ага. И там же авторов было не так много. И я тоже была в авторах. И Александр Дьяконов, историк. И я у него прочитала пост. Это было давно, лет 10, может, назад. Про летаргический сон якутского Костева. Я даже помню заголовок. И там были фотографии вот, Бересекова. И короткая, очень короткая заметка про летаргический сон. То, что персонаж с этих фотографий, оказывается, страдал летаргическим сном. И это по информации от Люции Савичны Поповой. Это жена сына Ивана Васильевича. И вот она популяризировала его биографию. И такой интересный рассказ, который показан в начале фильма, как человек просыпается в гробу во время отпевания. И псаломщик, который его отпевал, испугался, бросил в него книгой. Это было на самом деле, это был младший брат художника. И убежал. А воскресший пришел в юрту Поповых, потому что они рядом жили, и туда все шли, потому что Попов еще медициной занимался. Он пришел за помощью. И Иван Васильевич сразу определил, что это летаргический сон. Летаргический сон. Вова, летаргический день. И после этого Берсеков всем говорил, что если в следующий раз помру, то меня без Ивана не хоронить. И вот это начало фильма, это было написано в этом посте. И я прочитала и забыла. Потому что я в то время даже кино еще не занималась. И, видимо, где-то отложилось в памяти. А потом, когда я искала тему, как-то всплыло. Особенно, когда я встретила исполнителя главной роли Александра Чичахова. Потому что он один в один же, да, лицом. Вот, Александр Чичахов, учитель труда в Немигюнской школе. Как ты нашла Бересекова один в один, да, и вообще... Вот был обратный механизм, когда я его сначала встретила, а потом я вспомнила эту историю из-за его портретного сходства. И я решила, что буду писать сценарий по этой истории. И я уже знала, что кто будет играть эту роль. Так. А так бы просто бы, если я приду, давайте я снимем этот фильм, и мы бы запарились, наверное, искать такого типажа. А тут повезло, и сначала был найден актер, а потом уже сценарий. Он сразу согласился? Да. Вообще, как его встретила? Это был выезд в село Немигюнцы, село Ой, по приглашению Прокопия Романовича Наговицына. Это он тоже учитель, краевед и режиссер. И он постоянно нас приглашает к себе. И это был праздник якутского языка, по-моему. И мы показывали наш фильм первый «Надо мной солнце не садится». И вот потом общение со зрителями, фотографирование. И туда подошел Чичахов наш, самым последним. И мы сфотографировались, у нас даже фотка есть, где там Степан Петров, я, Аманатов, и между нами в центре сидит Чичахов. И он один в один, как с той фотографией. Еще прическа у него была похожая, поэтому сразу такие ассоциации возникли. А вообще долго думала, о чем будет второй фильм? Я помню, что мы с тобой разговаривали об этом после «Надо мной солнце не садится», что второй фильм — это, как правило, получается хуже. Да, были такие опасения. Ага, А сейчас как? Где-то... Ощущение, что лучше, «Надо мной солнце не садится» или... Это очень сложно, конечно. Твоя левая рука или твоя правая рука. Сложно судить. Это судить зрителям. А так думала, где-то одну весну, наверное. Недолго, наверное. А остальное, получается, после отпевания ты сама придумала? Весь путь Ивана Попова? Это когда я вот с Немигюнцев до города ехала, уже примерно фильм уже представила, увидела, какой он будет. И до этого тоже с фотографиями Попова я была знакома уже. И какие-то образы вот так вспышками, наверное, появились. И потом уже была выбрана концепция, что будем как роуд-муви и использовать персонажей из фотографий. Что с каждым
персонажем будет связана какая-то история. А самого Ивана Попова как ты нашла? Тоже повезло. У нас появился сопродюсер московский Иван Болотников, и я решила посмотреть его фильм, он тоже режиссер, ну, чтобы поближе познакомиться. И в фильме «Хармс» я включаю, и почти в первых же сценах появляется Иван Попов. Прямо один в один тоже. Такой черно-белый кадр был, в пальто, такой же бородой, усами, стрижкой и, главное, с такими же бровями, какие, я думала, уже не найду нигде. И сразу поняла, что проекту быть, он подсказки, знаки. Ну и сказала продюсеру, что вот этот актер мне подходит. И он обрадовался, потому что это его друг, и он с радостью согласился сразу. То есть по основному касту вообще вопросов не было. Они появились на самом раннем этапе, даже еще до завершения сценария. А то, что Иван Попов обязательно должен говорить на якутском, это не было принципиально в подборе? Принципиально. Сколько вот дискуссий, споров было по этому поводу. Но я настаивала, что он именно на якутском должен говорить. Потому что это исторически так, это не моя фантазия. Даже кто-то рассказывал, что к нему сам Аюнский приезжал консультироваться. Потому что Попова — это же династия, и дед Попова, он начинал словарь Пекарского даже. Собирал якутские слова. И поскольку он был уже старый, решил передать дело всей жизни молодому, сильному Пекарскому. И вовлек его в это дело, и он потом уже вот завершил работу и сделал словарь Пекарского. То есть это такая семья. И, естественно, там все говорят на якутском. Живут в Татте потомственные местные русские. В то время все говорили на русском, а я на якутском. Поэтому это было принципиально. И мы придумали целую систему, как сделать так, чтобы озвучить литовца на якутском языке. Там отдельная команда работала. Сейчас уже можно рассказывать. Гаврил Минкяров, актер, он уже давно стал профессионалом в области дубляжа, и озвучку делает, и поскольку он силен в языках, мы его предложили поработать над укладкой текста, есть такая профессия. Это я столкнулась, когда мы делали дубляж первого фильма «Надо мной солнце не садит». Я посмотрела, как работают московские профессионалы. И там самый главный секрет успеха в том, чтобы укладчик был, хорошо сделал текст. То есть это как перевод стихов, наверное. Нужно, чтобы совпадало по слогам. Гласные и согласные, там, в начале и в конце предложения. То есть чтобы губы совпадали на двух языках. И смысл передавался. Но у него же есть легкий акцент русский. Да, да. Русский акцент это мы специально придумали, потому что когда начали озвучивать какой-то отрезок на чистом якутском, это вообще не смотрелось. Выглядело как будто просто озвучили на якутском. С лицом как-то не сходилось, и мы начали изучать видео, допустим, местных старожилов русских, там, потомков ямщиков и так далее. И у них, оказывается, по каким-то звукам есть какие-то легкие акценты, очень милый, характерный, но по каким-то звукам маркеры. И мы эту формулу выписали и стали повторять. И получилось. Наконец-то у нас картинка с голосом сошлась. Озвучивал Аял Мусов. А по переводу у Минкярова тоже команда была. То есть это большая команда. И звукорежиссер Кеша Сивцев. То есть мы все работали, чтобы картинка у нас со звуком совпала, чтобы он заговорил. А на съемках как это было? То есть он читает на якутском сам? Нет, он читает уложенный текст на русском, который потом будет совпадать на якутском, когда Аял будет читать. Такая хитрость. То есть, когда делают дубляж, они работают с готовым после фильма, после съемок. А мы сделали укладку до съемок. Притом мы хотели заказать в Москве, они сказали, мы так не работаем, нам нужен готовый фильм.
и отказались. Поэтому мы стали искать из местных, и кто близок к озвучкам, дубляжу Минкяров, и попросили его. И он быстренько собрал команду и сделал нам укладку до съемки. Это вообще беспрецедентно. Но зато мы придумали способ, как делать так, чтобы приглашенные артисты говорили на чистом якутском. А воссоздание фотографий? Допустим, как сцена Бересеков, где позирует в образе Косаря, да, для Попова. Мы берем фотографию, смотрим, изучаем, какие реквизиты присутствуют. Некоторые с трудом распознаются, выясняли, что это за предмет. Потом искали, допустим, в каталоге нематериальной и духовной культуры народов Якутии в музеях мира. И открываем, допустим, вот у него что-то висит здесь. После дискуссии мы узнаем, что это, оказывается, огниво. Почему-то он на голову нацепил, странно. Находим в каталоге огниво. Потом заказываем бутафору такое же огниво, чтобы она сделала, Анна Захарова. Она его изготавливает. Потом это только один предмет. У него там еще дейбир, коса горбуша, потом что-то лежало непонятное, черное. И потом только, полистав каталоги, я поняла, что это бурдюк для кумыса, посуда такая черная. И какие-то 2 палки лежали. И только благодаря каталогу мы поняли, что это палки для зажима, чтобы горлышко закрывать. То есть это целая исследовательская работа, изучение фотографий и выяснение, что это за предметы, как они использовались, и потом все это восстанавливать, изготавливать, чтобы один кадр сделать. А вообще сколько времени все это заняло? Ну, подготовку мы начали с начала года, но начали в ограниченном составе. А так месяца за 2, за 3 где-то, наверное, начали все делать активно. Там еще строительство было, декорации и так далее, пошив костюмов, целое дело. А сложно было найти точно таких же людей, как с фотографий? Ну, это уже отработала моя команда во главе с Анастасией Петель, Ярой Ямшанова. Они занимались кастингом. И на какие-то роли я изначально уже видела профессиональных актеров, как Лена Маркова, например, да? Степан Петров, мой талисман. А на какие-то роли они прямо выездные кастинги были в Татинском, Лусе, в Соткинском. Всех отсматривали, народные театры, очень-очень много людей отсмотрели и уже распределили, кто кого будет играть по типажам. Ну, там даже по росту все прям идеально получились. А вообще сложно было работать над этим фильмом? Это же ювелирная работа на самом деле. Ну, сложно, но интересно. Когда есть интерес, то не кажется, что это тяжело. И на этапе сценария было интересно, и на этапе подготовки особенно было интересно, кастинг было интересно, все было интересно. Каждый этап имеет свои прелести. Вот даже создание ювелирного украшения – это целый проект, и научный, и исследовательский. Мы даже круглый стол делали, доклады читали. То есть было очень интересно, азартно. А вот историки что говорят про этот фильм? Ну, хвалят, мои знакомые историки хвалят, по крайней мере. Ну, такой существенной критики пока не было, слава богу. А у этого фильма могла бы быть вообще потрясающая фестивальная история. Не обидно, что сейчас все фестивали закрыты? Не особо. Я изначально видела этот фильм, что он именно будет оценен для якутского народа. Юбилей республики. 2 года до юбилея Попова скоро будет. И ну, вообще это же про нас, про нашу культуру. И полностью можно оценить именно будущее якутянина. Где снимали, сколько локаций было, сколько всего построили? Я уже статистику не скажу. Ну, снимали в основном в Татинском Лусе. Это Кёль, где они жили, Поповы. В его настоящем доме снимали внутри. Потом этот же дом копия стоит в музее Хадай, тоже в Тате. Мы там снаружи снимали. И чтобы восстановить двор, мы там достроили забор, кюре, сарай построили, разбили огород.
Пересадили кусты, построили курятник, привезли куриц, нашли собаку, которая согласилась на крышу подняться. Целое дело. И это только одна локация. А потом все Аласа Юнского был, там постройки делали. На границе между Татой и Чурапчой там есть Саилык. Ну, не заброшенный, там хозяева есть, но старинный Саилык, очень интересный. Мы там фрагмент стены восстановили, потому что он был разрушен. Потом дальше в Сотнинском музее «Дружба». Очень много локаций было. Что не успели доснять, из Хатыни доснимали. Там уже дым подступил страшно. И вот начало фильма это в Невыгодцах уже. И оказывается, многие зрители думают, что это компьютерная графика, мы нарисовали нереальный закат. Да. А это был настоящий закат. В то время были дожди, и мы поехали наугад. Авось повезет. И вот повезло. Вот такой нереальный закат. Первый показ был на фестивале «Зимний». Что говорили зрители, подходя к тебе? Что им понравилось? Что особенно поразило? Все были уверены в твоей победе. Я так уже не вспомню дословно. Помню, что у них были эмоции, даже слезы, обнимались, говорили спасибо, спасибо. Когда уже закрытие зимнего, церемония прошла, и нам уже вручили призы, мы там вышли там в СМИ, по фотографии, интервью. И потом я иду в туалет, а там волонтеры от фестиваля толпой стоят и шепотом мне: «Мы болели за вас!» Это было так трогательно. Насколько неожиданно была эта победа? Очень, очень неожиданно. Мы вообще не рассчитывали. Фестиваль всероссийский и авторского кино. То есть там были крупные авторы. Мы думали, там Федорченко или кто-нибудь еще из именитых режиссеров победят. Там нам, может быть, какой-нибудь спецприз. И вот когда начали раздавать спецпризы, там сначала лучший актер Иннокентий Луковцев, я даже запуталась. Луковцев, у меня же эпизод же. За эпизод дают, что ли, лучшего актера? Потом фильм Айта, точно, он же там в главных ролях. Степана Барнашова. Потом следующий приз лучший режиссер. Там барабанные дробь, да. Барнашов, я такая, все, нам пролетели, короче. И потом и лучший фильм, и опять Северная Республика, мы такая уже не могли поверить, чтобы 3 приза подряд якутянам давали на российском фестивале авторского кино. Это какой-то нонсенс. Получается, что вы соревнуетесь друг с другом. Это... это здоровая конкуренция, интересно. Мы и болеешь друг за друга. Мне вообще тоже гордость, что от республики аж 2 фильма в одном конкурсе и 3 главных приза. Даже неловко как-то стало. Потом жестко радовались, вместе фотались. Так это нормально. Хуже, когда кого-то берут, а тебя не берут, потому что достаточно якутян. А когда сразу 2 берут, это уже круто. Среди якутских режиссеров нет конкуренции. А что конкурировать, нас так мало? Мы уже достигли той стадии, где все главные призы забираем только мы. На российском уровне. Это, конечно, это может легко закончиться. Поэтому каждый раз, как первый раз. А в чем секрет успешного фильма? Какое кино нужно снять, чтобы оно точно выиграло в тех же российских фестивалях? Нельзя снимать фильмы с расчетом, что он для какого-то фестиваля. Это сразу этот расчет, неискренность, и уже как-то фальшь возникает. А вот когда снимаешь, чтобы понравилось якутскому зрителю, и ему понравится, значит, всем остальным тоже точно понравится, потому что у нас такой взыскательный зритель. Ты, наверное, серьезно? Мне кажется, наоборот. Помнишь, еще в афише, когда комменты были такие комменты, что вот этот момент мне не понравился, вот в следующий раз так не снимайте. То есть очень у нас такой взыскательный, избалованный зритель, что говорят,
слишком голливудски снято. Якутское кино уровень падает, так говорят. И им нужно уже не уровень Голливуд, а еще более авторское, чем Голливуд. Вот так. Вы прислушиваетесь к комментариям, получается? Да, это фидбэк же, обратная реакция. Это самое главное, самое интересное. И, ну, все равно это с профессиональной точки зрения полезно знать, что нравится, не нравится. Смысл снимать кино, если его никто не смотрит. А если кто-то посмотрел, надо же, ну как реакции послушать. Ну, а так, конечно, мы читаем все комментарии, кому что нравится. Но когда ты пишешь сценарий, об этом думаешь в последнюю очередь. Просто есть вдохновение, допустим, смотришь фотографию, вот эта нищенка, да, и начинаешь видеть ее историю. Почему она такая, а что могло бы с ней случиться и так далее. И разворачивается история. И потом просто думаешь, как все это совместить в один фильм. А как возникла эта история? Ну, почему именно ОСПА? А почему она не просто нищенка? Я даже не помню, как это появилась идея. Просто если женщина стала такой попрошайкой, нищей, что-то должно случиться, какая-то трагедия. А в той исторический отрезок ОСПА была очень распространенной. И такие люди бывали, ну, могли быть. И даже в литературе же есть, что там вся семья погибла, она осталась одна. Ну, в основном это маппа же, да? Образ маппы, что бедная девушка, там, ее подкармливает. Ну, такой образ. И в то время же, 20-й год, пандемия же началась. Самоизоляция, может быть, это повлияло. Не знаю. И еще я читала биографии Попова, что он тоже в детстве переболел оспой. И у него должны быть шрамы. И это все вот компонуется, и рождается такой образ. А потом, если вот такой трагический персонаж, надо же ей как-то решать, там, не будешь там, на лепешку и поехали дальше. И ее проблему уже как-то разрешать надо, значит, надо ее спасти, увезти с собой, доставить до семьи. А в семье там уже другая история начинается. И вот так одно из другого вытекает. Ну, какая история и какая фотография тебе особенно нравится? Ну, сложно судить. Все нравится. Ну ладно, тогда из фотографий Ивана Попова. Чисто. Не по фильму, а вот... Ну, те фотографии, которые мне понравились, я их использовала. То есть, допустим, про нищенку мы сказали, Кумаланка подписана фотография. Еще девушка, которая Селинка Бегар, она же такая радостная, улыбается, а на всех других фотографиях, где богатые девушки в шубах стоят, они все такие сдержанные, немного высокомерные, и только она улыбается. И я подумала, что а вдруг это бедная девушка, которую дали вот один раз в жизни поносить, поэтому она так улыбается, потому что счастлива от того, что ей дали поносить. И вот такой сюжет родился. Ну, короче, фантазия по мотивам фотографий. Кто первый человек, которому ты рассказала, что хочешь об этом снять фильм? С Ну, кем советовалась? в то время руководитель был Шадрин, ему рассказывали. Ты сняла 2 потрясающих фильма, которые действительно, наверное, останутся в кинематографе Якутии, да? Вот 3-й фильм, за него браться будет сложнее? Еще После... Нет, это ты себе же вот все выше планку ставишь, и... Ну, с каждым разом сложнее и сложнее. Теперь что ни сними, будет недостаточно хорошо. Да? Не боишься этого? Конечно, боюсь. Каждый автор должен бояться, если перестанет бояться, перестанет стараться, и будет... Нет, а ты чувствуешь, что ты можешь сделать круче, лучше? Ну, это надо стараться. Не знаю. Это возможно? Если только выбрать совсем другую тему, другой жанр, не знаю. Я не знаю. Рассудит время. Спасибо большое за интервью. Спасибо, что пришла. Ждем с нетерпением 3-й фильм.
Спасибо.